к мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. В Литве он литовский художник, он был заслуженным деятелем искусств Литовской ССР, а поляки его считают своим польским художником. Он был всегда белорусским художником по глубине и образности своего таланта, по душевному строю и, самое главное, по той удивительной любви, которую он всегда испытывал к своей земле, к своему народу, его истории. Он был белорусом, настоящим белорусом в самом высоком и благородном смысле этого слова. И все белорусское для него было свято. Без этого он не мог создавать, творить, он не мог жить. Этот замечательный художник, классик белорусской портретной живописи, график, рисовальщик Петр Сергеевич. Мне пашчасціла сваімі сябрамі пазнаёміцца з Пётром Александровичем падчас падрыхтоўкі да выстаўкі юбілейнай, таму што набліжалася 80-годдзе. І гэты чалавек, на дзіва, быў настолькі далікатным, настолькі інтэлігентным, настолькі тонкім, як асоба, як чалавек. Ён прывабліваў, з ім было вельмі цікава размаўляць. Жывучы як бы па-за радзімай у Вільні, як і кожны мастак, які трапляе ў такое становішча, для яго застаецца заўсёды мара быць на радзіме прызнаным, на радзіме, каб яго ведалі. І я думаю, што гэта і адбылося. Мы яго сустракалі на гэтай выстаўцы, на першай у палацы мастацтва. Это была вялікая выстаўка. Ён быў настолькі шчаслівы, настолькі быў уражаны. Было прыемна это ўсё бачыць. Я думаю, што вяртанне і ягонае прызнанне на радзіме якраз і набыло з таго часу больш шырокую вядомасць. Для яго былі адны з такіх хвалюючых у жыцці момантаў, калі творчасць вярталася менавіта да людзей, да той зямлі, якая для яго была дарагой, роднай, не
паўторнае ўражанне, як для мастакоў, для нас пакідае ягоная асабліва вобразнасць у мастацтве, ягоная пошук тыпажоў. Ён стварыў надзвычай унікальную калекцыю тыпажа беларускага, як ніхто іншы з нашых мастакоў, которые часто трапляют у трафарэт, ён адчуваў як бы знутры тыпаж народны. У выніку яны павінны стаць дастаяннем нашых музеяў. Его творческое наследие – это золото белорусского изобразительного искусства. И в первую очередь, конечно, хочется вспомнить его замечательные портреты, написанные маслом, выполненные карандашом, сангиной. Это замечательные портреты белорусов. Он создает типы белорусов в своих произведениях, подмечая самые тонкие черты характера и не упуская ничего. Он также создает целый ряд портретов деятелей искусства и культуры Белоруссии, Польши, Литвы. И, конечно же, его масштабные, монументальные произведения. Костусь Калиновский и Врублевский, Дума Костуся Калиновского, Костусь Калиновский среди повстанцев, Франциск Скорина в рабочем кабинете, Рождение книги. Это замечательные произведения, и им по своей мощи, образности не уступают, конечно, те полотна, которые он посвятил купаловской теме. «А кто там и где? А ты заставайся жить, сиротина» и многие-многие другие. И к этому еще надо прибавить и совершенно чудные его пейзажи и сюжетно-тематические работы. Во всех жанрах светится его талант, его вот эта необычная образность. Откуда это все? Ну, во-первых, он был талантлив от Бога. Во-вторых, я уже об этом говорил, все это идет от любви к своему народу, к своей земле, от глубокого знания, традиций, обычаи, истории белорусского народа. И, конечно же, замечательное образование. А учился он в Вильнюсском университете на факультете изящных искусств, и учился он в Краковской академии искусств, и учился он у жизни. Он учился у жизни видеть в очень простом, обыденном красоту. У него было непреодолимое желание передать вот эту красоту, и в его произведениях она звучит очень мощно. Она предстает в необычных, очень красивых, очень полнокровных образах. И в каком бы жанре он ни работал, сюжетно-тематическое произведение, портрет, историческое полотно, все это делалось великолепно.
Петр Сергеевич совершенно не похож на художников Восточной Белоруссии. На наших выставках послевоенных портрет представлялся достаточно много, но художников больше интересовал колористический строй картины, какие-то цветовые пятна. То Сергеевич всегда углубленно работал над образом, и его интересовал человек. Он думал только о человеке. Даже каждый портрет он снабжал надписями об этом человеке. Он рассказывал, что это за человек. Он постоянно ездил в Ставрово, на свою родину, и рисовал там односельчан. Рыбаков, столяров. И эта галерея образов, она просто огромна, и она бесценна, потому что он как бы собирал типы белорусов. И, глядя на его работы, видно, что таких людей уже сейчас нету. Люди сами по себе, белорусы, изменились. Петр Сергеевич – это очень интересный художник, воплотил в себе почти все лучшее, что было в Виленской школе. Его образы просто проникнуты каким-то удивительным романтизмом. Такого романтизма нет ни у одного художника в Белоруссии. Это его и гусляры, и работы по Купаловскому циклу. Все это на каком-то возвышенном, духовном, философском осмыслении жизни, если осмыслении истории своей родины. Сергеевич разговаривал только на белорусском языке, подписывал картины только на белорусском языке. А какие надписи удивительные. Это литературные даже произведения, написанные сзади на его полотнах. Романтизм Сергеевича, безусловно, очень сильно отличается от всего, что было создано соцреализмом в Белоруссии. Его картины сродни романтическим поэмам Мицкевича. Очень большое счастье, что в Беларуси сохранилось очень много работ Петра Сергеевича. Это художник настолько своеобразный, и он настолько отличается от того, что сделано другими художниками, что ценность его будет со временем только возрастать. Петр Александрович Сергеевич родился 10 июля 1900 года в деревне Ставрово, которая стояла над красивым Богинским озером. Это Браславский край. Его мама, ее звали Александра, замечательная умная женщина, когда посмотрела его рисунки, а это был тот период, когда Сергеевич еще колебался, быть ему художником или не быть, она посмотрела на его рисунки и сказала: «Сынок, ты держись одной стороны». Таким образом благословила его быть художником. Когда ему исполнилось 17 лет, это в 1917 году, он уезжает в Петроград, ищет себе работу, прибивается случайными заработками и вновь возвращается домой. Потом опять он уезжает в Петроград и работает на государственной фабрике государственных знаков. В это время он посещает школу искусств, много ходит по музеям. На него совершенно ошеломляющее впечатление производят два шедевра живописи – Брюлова «Последний день Помпеи» и Семирадского «Фрина». В 1920 году он попадает в Вильнюсский государственный университет вольным слушателем на факультет изящных искусств. И вот все самое замечательное, самое профессиональное он получает именно здесь. И заслуга в этом, конечно, его прекрасных преподавателей. Это и Александр Штурм, и Бенедикт Кубовский. Они закладывают основу его будущего творчества. Примерно год
учится в Краковской академии искусств, а потом возвращается в Вильно и продолжает учебу у профессора живописи Слиндинского. В 20-е и 30-е годы прошлого столетия Вильно был центром политической, общественной жизни белорусов. Он был центром так называемой активизации белорусской интеллигенции, которая стремилась в то время выдавать новые идеи, создавать новые произведения музыки, живописи, литературы. И он оказался в центре всех этих процессов, а рядом с ним были такие выдающиеся деятели белорусского искусства и культуры, как Михась Машар, Янка Луцкевич, Езеп Дроздович и многие-многие другие. Они его увлекали своими идеями, они помогали ему понимать, что есть что и кто есть кто в этом многообразном и пестром мире. В 1935 году Петр Сергеевич решается организовать первую выставку своих работ. И это было сделать очень непросто в условиях буржуазной Польши. Но он это делает. Он выставляет живописные портреты, рисунки, композиции, росписи. Реакция была на эту выставку более чем положительной. Его хвалят, его признают. Именно с этого года он уже входит в изобразительное искусство со всеми правами человека зрелого, творческой, настоящей личности. И вот в этот период с конца 20-х и до 40-го года он создает много замечательных произведений. Я напомню некоторые из них. Это «Висляр», «Дорогами жизни», удивительный портрет матери и другие работы. И вот эти вот работы, которые я назвал, они действительно входят в золотой фонд белорусского изобразительного искусства. Познайомився з Петром Александровичем Сергеевичем у 60-х годах, на самом початку 60-х. І вже наперед знав від старейших інтелігентів, що, будучи у Вільні, треба зайти, познайомитися ніяк не мінус домик мастака на старожитній вулиці Віленській Антокль. Я натурально до його трапив. Зробив враження, чоловік в майстерні мене прийняв. Чоловіка вельми щирого, відкритого, радісного. І от був радий чоловіку з Мінська. Заслугу в 20-30-х годы мастака, что он вот этих своих сучасников, вылучивши лидеров, певных серед интеллигенции, самых выдатных людей, громадско значимых людей, таких как Антон Луцкевич, это философ и публіцист, наш видатний політичний діяч, його портрет написав. Цілу галерею створив діячов західнобілоруських. Портрет його глибоким психологізмом характеризується. Він розкривав сутність чоловіка, його громадську значимість. Він любив поезію, цікавився поезією. Окремя бібліотеці багато на стелажах, скажімо так сказати, вистроєно блока книг по мистецтву, по історії мистецтва, притим латишських, російських. Він цікавився сусвітнім мистецтвом, його було представлено широко. У нього завжди були книги про поезію. Книга і настольна, в певній мірі була. І даром він вийшов так на Купалу, активно в своїй творчості. І шляхом життя Купали. Вельми цікаво асенсував, як мастак Янку Купалу. Створив синтез некоторих ідей купаловських. Вот відома купаловська реч «А хто там іде?» Сергеевичем перенесено на полотно, такий створений надзвичайно цікавий синтез
образов, купалаўскіх образаў. Купалу ён пісаў многа. Адзін з першых стварыў грунтоўны класічны партрэт Скарына ў рабочым кабінеце. Это лепшае, што ў Скарыне нашай створана. Вялікую ўвагу вельмі удзяляў простаму чалавеку. Ён яго выдатна адчуваў, знаходзіў нейкую сваю індывідуальную жывінку, што вылучала яго, што характарызавала яго гэтага чалавека. Во время Великой Отечественной войны он оказался на своей родине, в деревне Ставрово. Он продолжает заниматься живописью, но не так активно, потому что время другое, тяжелое, страшное, другое время и другие заботы. В 1943 году немецкие каратели сожгли Ставрово и расстреляли 75 жителей. В 1944 Петр Александрович возвращается в Вильнюс и уже навсегда. Он работает в знаменитом Белорусском музее, а судьба этого музея драматична. В 1946-м его расформировали, и большая часть коллекции, самой ценной, осталась в Литве. Первый секретарь ЦК КПБ Пантелеймон Пономаренко в 1946 году приглашает его на постоянное место жительства в Минск, а друзья советуют уехать в Польшу, но он остается в Вильнюсе. Уж слишком много связано с этим городом, его юность, первые опыты в искусстве, первое признание, он остается в Вильнюсе. Некоторое время он работает в Литовском художественном институте, но связи с Беларусью он не прерывает, которая была для него живительной основой всего его творчества, его жизни. В 60-е годы он приезжает в Беларусь, пишет замечательные пейзажи, портреты белорусских интеллигентов, знаменитых писателей, поэтов. В 1980 году в Минском дворце искусств была проведена торжественно, красиво, с огромным уважением к автору выставка его произведений. Она была посвящена 80-летию Петра Александровича Сергеевича. Он умер в 1984 году. Его жена Станислава уехала в Польшу. Произведения автора находятся в польских музеях, частных собраниях, также в Белоруссии и Литве. И я подумал о том, что, конечно же, тот счастлив, кто живет на своей земле, среди родных и близких, работает, создает, творит на родной земле. Но жизнь сложная штука, и его судьба сложилась по-другому. Но он всегда оставался белорусом, он всегда оставался патриотом своей родины. И все лучшее, созданное им, посвящалось его родной земле. Его земле замечательного, талантливого художника Петра Сергеевича.
все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали. Не поднять нам усталых ресниц.